Ситуация с коронавирусом в нашей республике снова обострилась. За последние дни количество заболевших COVID-19 увеличилось. Больницы вновь ужесточили карантинные меры. Здесь, в республиканской больнице, также был выявлен случай коронавирусной инфекции. После лабораторно подтвержденных результатов пациент, получавший лечение в хирургическом отделении, был переведен в Гудаутскую ЦРБ. В данное время прием пациентов хирургического отделения закрыт. На случай экстренных больных оборудовано новое помещение. Кроме того, строго запрещено посещение родственников. Дальше холла больницы никого, кроме медперсонала, не пропускают. Больных долечиваем до выписки. И этих же больных, и обслуживающий персонал, врачи, медсестры, санитарки, они тоже проходят обследование, тестирование по поводу заболевания. После того, как полностью освобождается это отделение, будем проводить генеральную уборку, дезинфекцию, как положено. Персонал хирургов мы дублирующий уже сформировали силами Агудзерского военного госпиталя. Похожую картину можно наблюдать и в Сухумской городской клинической больнице. На всех дверях надпись «Карантин». Люди, пришедшие проведать родных, сидят во дворе. У меня мама лежит. Сегодня выписывают. Жду врача. А туда вас не запускают? Нет, туда не запускают. И самой не хочется туда заходить, если честно. Как известно, здесь в отделе кардиологии получал лечение впоследствии скончавшийся пациент с коронавирусной инфекцией. После установленного диагноза COVID-19 он был переведен из Сухумской клинической больницы в Гудаутскую ЦРБ, где скончался от обширного инфаркта миокарда. Он уже не нуждался в экстренной кардиологической помощи. Как бы эта сторона на второй план отошла, на первый план вышла вирусная инфекция, и он лечился там с вирусной инфекцией. Вирусная инфекция в основном выбирает ослабленных больных. Это не новость, правильно? В основном это больные сердечно-сосудистого профиля. Естественно, среди наших пациентов сердечно-сосудистого попадают и вирусные инфекции. Этот больной, который скончался, да, он был с инфарктом, с повторным инфарктом. Да. Сочетание инфаркта и вирусной инфекции. По словам главврача больницы, все сотрудники, контактировавшие с пациентом, отправлены на изоляцию. Все они в данный момент чувствуют себя хорошо. Медучреждение работает в штатном режиме и принимает больных на стационарное лечение. Но карантин все же ужесточили. С самого начала все ограничительные меры в больнице соблюдались и продолжают соблюдаться. Сейчас после этих случаев, конечно, с удвоенной, так сказать, внимательностью мы мониторим все это. После обнаружения новых случаев заболевания количество граждан, сдающих тест на коронавирусную инфекцию, в разы увеличилось. В период с 24 по 27 июля биоматериал для тестирования был взят у 202 человек. Жители Абхазии по-разному реагируют на происходящее в республике. Некоторые считают оправданным закрытие границ и продление ограничений. Другие считают принятые меры слишком жесткими, а кто-то и вовсе не верит в существование вируса. Конечно, это плохо. В первую очередь своих надо хранить. Вот с Южной Осетии тоже такая же, вот как не можем въехать. Но главное здоровье детям. По поводу коронавируса, что могу сказать? Думаю, что все значительно раздуто и по какой-то причине, нам неведомой. Вот это мое мнение. Вы не верите, да? То, что факт есть, это факт. Но то, что раздуто, это тоже факт. Даже самый мощный сильный человек тоже может заболеть. Этот вирус никого не считает. Все одинаковые для него. Последние несколько дней в Абхазии находились делегации Минздрава России и Роспотребнадзора. Представители Роспотребнадзора проинспектировали объекты курортного размещения, экскурсионные площадки и пляжи республики. А делегация Минздрава России посетила медицинские учреждения, Гудаутскую ЦРБ и инфекционную больницу города Сухум. По сообщению Минздрава Абхазии, российские эксперты признали эпидемиологическую обстановку в нашей стране стабильной, а работу республиканской лаборатории соответствующей мировым стандартам. Эсма Голанзе, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение.